там у кого... Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, уважаемые коллеги, партнеры, гости! Я думаю, что вы посмотрели нашу полосу. Скажите место силы, понравилось вам? Да, сильный, мощный проект. И вот сегодня, мне кажется, что у нас сегодня такой исторический момент. Мы бы хотели в первую очередь с вами завести такой взрослый диалог. Чтобы это не было местом выступления, хотя выглядит как президиум, да, и я думала, что я буду все-таки ближе к вам. Но тем не менее, здесь микрофон, и вам будет удобнее меня слышать. Мы бы хотели завести диалог, потому что вы заканчиваете школу и быстрыми темпами выходите во взрослую жизнь. А во взрослой жизни необходимо принимать решения, и чем дальше, тем больше и больше этих решений. Первое решение, которое вам предстоит принять, это кем вы захотите стать после школы, чем заниматься, и эта работа или вид деятельности, они должны быть, во-первых, приносить вам удовольствие, а во-вторых, приносить пользу людям. Это одна из ценностей нашей компании «Полоса» – любить свое дело и приносить пользу людям. На английском звучит Value Employee Proposition. Запоминайте. И, конечно, это решение достаточно трудное. Да, многие люди ищут себя годами, кто-то начинает учиться, бросает, кто-то переходит с работы на работу. Я немного приведу вам статистики. Я сегодня буквально тоже столкнулась с этим, что очень много юристов на рынке. Да, когда у нас началась капитализация, когда началась образовываться частная собственность, очень много потребовалось юристов. И все школьники побежали овладевать этой профессией. Рынок насытился, спроса мало, юристов много. Дальше необходимо было осуществлять хозяйственную деятельность в каждой компании, да, и все побежали овладевать профессией экономистов, финансистов. Также спрос стал меньше, предложений гораздо больше. Что происходит на рынке труда? Потому что рынок труда – это то же самое, как и любой рынок. Арбузов много, цены падают. Много юристов, цены на юристов падают. Только топовые люди, которые имеют опыт, которые имеют еще какие-то компетенции добавочные, могут продать свой труд юридически, экономически достаточно, скажем так, дорого. Вот сейчас что происходит? Сейчас эпоха цифровизации, очень много профессий, требуется очень много программистов, айтишников. А мы вам хотим предложить, то есть мы хотим предвосхитить этот спрос и хотим предложить вам отрасль, которая была всегда, есть и будет. Более того, Южный Дагестан, вы сами знаете, да, это область, где есть 5 природных зон, от прикаспийской низменности, где 28 метров ниже уровня моря и заканчивая там 4000 метров высота гор, называют Дагестан Малой Россией, где есть степи, ледники, море, горы, здесь есть все. Вот у нас есть все, у нас в полосе, у нас есть условия, у нас хороший климат, у нас хорошая жирненькая земля. Мои коллеги расскажут, да? Здесь можно выращивать прекрасные плоды и орехи. Но мы, конечно, как, собственно говоря, мы, как все люди, мы хотели бы, чтобы наше вот это сельскохозяйственное направление, агро, да, оно было современным, оно было модерновым, оно было технологичным. И здесь мы хотели бы как раз передать, вот, скажем так, эстафету для вас. Мое поколение, насмотревшись фильма «Гости из будущего», оно изобрело для вас вот эти гаджеты, девайсы, когда вы смотрите на телефон, да, и можете видеть оппонента и разговаривать с ним. Так вот, мы хотим, чтобы вы, я сейчас расскажу вам, наверное, фантазию свою, да, и вы реализовали тоже эту фантазию. Я бы тоже хотела, чтобы сельское хозяйство не ассоциировалось там с грязными сапогами и грязью, да, а с другим. И это уже есть реализовано и в других странах. И я думаю, что можно еще многое придумать. Когда вы, наверное, посмотрели, у нас ландшафт такой горно-холмистый. И где-то на пике, да, можно организовать такой космический штаб с приборами, там, не знаю, 3D-карту включается, где можно видеть, красненький подсвечивается, критические зоны, где нужно полив, орошение, химические какие-то там удобрения, да, внести, где есть там желтеньким, где можно что-то там доделать, прополоть, да, и зеленые участки, где все хорошо.
Летают хеликоптеры, которые меряют участок, дают какие-то данные нам в компьютеры, мы это все анализируем, и все в белых халатах, да, красиво. Вот сейчас были дожди 2 недели назад, накрывается автоматически купол, дождей нету, дальше транспортировка нашей продукции и до потребителя. Вот эту фантазию забирайте и реализовывайте. Вот, мы хотим предложить вам такую профессию, которая будет всегда востребована. Что для этого нужно? Для этого нужно просто принять решение. Сейчас мои коллеги расскажут вам и о нашем проекте, о его перспективах, о том, какие направления сейчас самые необходимые для нас, да, что нужно вам принять решение, дальше принять то направление, куда вы будете двигаться. Мы вам обязательно в этом поможем. Более того, мы готовы. Я знаю, что порядка 54 вузов есть сельскохозяйственных, в которых можно пойти. Но тот вуз, который нам более интересен, и те направления, которые нам необходимы, они находятся в Краснодарском государственном агрономическом университете. Это механизация, это химзащита, вирусология, это гидроинженерия, это технология переработки плодовых культур. Я узнавала, что основные экзамены, которые необходимо вам сейчас принять, какие ЕГЭ вы будете сдавать, это математика профиль, это русский язык, это биология в основном. И на части факультетов это можно по выбору вместо биологии выбирать химию, физику, ИКТ, это информатика, да, и английский язык. После того, когда вы выбрали ЕГЭ, необходимо выбрать вуз. Вуз, я вам подсказываю, что самые, которые интересные, это Краснодарский, есть Тимирязевка, есть рядом соседи Ставрополь. Это ваше право, выбирайте. Мы готовы заключать трехсторонний договор с администрацией, с вами. Мы, как представители бизнеса, работодатели, да, мы заключаем трехсторонний договор, вы поступаете. После второго курса, если вы успешно двигаетесь в преодолении этой профессии, мы готовы платить стипендии, платить повышенные стипендии, участвовать в программах в вузах и гранты выдавать. Здесь все в наших руках. Мы готовы помогать вам, сопровождать, мы готовы подвести вас за ручку к самому лучшему колодцу, но напиться вы должны будете сами. Я хочу представить вам главу администрации, вы, наверное, знаете, да, это Нариман Шамсудинович Абдулмуталибов. Здесь присутствует мой коллега Виктор Олегович Храпов, он, кстати, закончил Краснодарский вуз, расскажет вам свою историю становления, он главный агроном у нас на полосе, расскажет интересные моменты и расскажет свою историю, как он стал агрономом. Да, его сын, кстати, тоже заканчивает 11 класс и тоже хочет поступать в Краснодарский вуз. Да. Добрый день, друзья. Я надеюсь, в этом зале уже есть наши будущие коллеги, которые сделают правильный выбор. Пару слов хочу сказать, как в свое время, когда, будучи таким же молодым человеком, делал этот выбор я. То есть также заканчивал школу, были сложные достаточно времена, это было в 1995 году. По профессии была полная неопределенность. Но поскольку я вырос не в городе, а в сельской местности, у нас было мощное хозяйство, колхоз «Октябрь», который занимался различным профилями сельского хозяйства. Это растениеводство, животноводство, садоводство, овощеводство и хранение, переработка. То есть абсолютно все отрасли в хозяйстве были задействованы. Хозяйство было уже в достаточно сложных таких условиях, экономика была, предприятие тяжелое, зарплаты были низкие. Но поскольку я вырос в сельской местности, и моя мать работала в этом предприятии, она была агрономом, садоводом в садоводческом отделении. У нас на тот момент в нашем предприятии была совместная компания с Краснодарским научно-исследовательским институтом по питомниководству. Вот, оттуда пришла информация, я стоял перед выбором профессии, у меня родной брат закончил школу милиции, работал в полиции, и как мы делали этот выбор? Есть брат в полиции, значит нужно идти в полицию. В общем, я сдал документы в 2 вуза, коллеги из научно-исследовательского института посоветовали рассмотреть профессию агронома. Мы в хозяйстве с матерью взяли направление, я
предприятия, вот как сейчас Наталья говорит о том, что можно заключить тройственный договор, в нашем случае это было направление, и поступить учиться в сельхозинститут. В два вуза я подал документы. Первый вызов пришел из сельхозинститута, поэтому первые вступительные экзамены были там. Я их успешно сдал, поступил, потом пришел запрос на юридическое направление. Ну, поскольку я уже этот трудный путь прошел, сдача экзаменов, мне уже стало это, грубо говоря, лень. И поэтому я пошел в институт. Первые 2 года не понимал, что я делаю, зачем нахожусь здесь, поскольку шла там программа школьная, продолжалась. Потом, когда уже с 3-го курса начались профильное направление, то есть это плодоводство, овощеводство, виноградарство, технология хранения, переработки, в этот момент в моем характере, в моей душе прошли изменения, поскольку в Краснодарском вузе огромная, на мой взгляд, это лучшая база, которая присутствует, то есть там есть свои сады, есть свои лаборатории, есть мехпарки, то есть эта тема меня завлекла, плюс включилась уже более какие-то взрослые моменты, то есть чувство ответственности, что мне нужно вернуться в колхоз, я не должен вернуться туда, грубо говоря, глупым студентом. И с этого момента начал углубленно уже все изучать. Все профильные направления, у меня уже все предметы в дипломе уже все сдано на отлично. Диплом получен с профилем плодоводства, тоже защищен на отлично. Вернувшись в хозяйство, конечно, это был 2000 год, очень были низкие зарплаты. Нас, выпускников, было 60 человек. Из нас всех только 2 человека пошло в сельское хозяйство. Все остальные пошли работать кто куда, в склады, торговать телефонами, все что угодно. Да, на тот момент мне было в некоторых моментах, когда мы встречались с выпускниками, несколько неудобно, когда люди уже получали такую серьезную зарплату, мои коллеги-студенты, то у нас была достаточно низкая оплата труда. Но хочу сказать о том, что с приходом интенсивного садоводства и нормализацией ситуации в стране это направление стало очень бурно развиваться. В хозяйстве в своем я получил неоценимый опыт работы со специалистами, с садами 2 направлений, это старого типа и нового типа. Люди, включая рабочих, были очень высокого уровня, то есть это была старая советская школа, где я, конечно, серьезно свою информационную базу и опыт подтянул. В 2006 году меня уже заметили коммерческие компании. Я пошел в 2 компаниях, работал по капельному орошению, где осуществлял уже консультативную деятельность по садоводству на территории России. С 2011 года я вообще вышел со всех структур коммерческих и занялся своим направлением чисто консультативным. То есть у меня от 15 до 19 хозяйств консультирую ежегодно. С предприятием «Полоса» мы познакомились 3 года назад. Они приехали в мое базовое предприятие, где я на тот момент работал в Адыгее, тоже по теме фундука это было. Вот на тот момент мы познакомились и продолжали общение. Потом я 2 года консультировал предприятие «Полоса», и с этого года мы уже перешли на очень плотное сотрудничество, то есть я зашел в штат и сегодня работаю агрономом, главным агрономом-технологом этого предприятия. Хочу сказать, что наше предприятие соответствует всем современным требованиям и направлениям, которые в перспективе в России не так много предприятий, которые берут такую планку, как взяла «Полоса». У «Полосы» очень серьезные преимущества по климату, по почвам, по направлениям культур. Здесь огромный спектр культур. Все плодовые культуры, которые мы можем перечислять, они здесь будут расти, включая часть субтропических культур. То есть это очень интересно. И те площади, которые осваиваются и в перспективе будут осваиваться, но оказали на меня ключевую роль о том, что
это вся беготня по стране, консультации предприятий маленьких, больших, она уже, грубо говоря, не так для меня стало интересно. То есть я вижу огромный интерес для себя и, соответственно, для коллег, которые существуют, для будущих коллег, что это очень серьезное направление, очень интересно и очень современное. То есть все сады, которые закладываются в полосе, делаются по самым современным технологиям. У нас уже многое из того, что Наталья перечислила из будущего, у нас многое уже этого есть. Это уже есть. У нас есть там современное капельное орошение, которое полностью компьютеризировано. У нас есть служба метеостанций, которая помогает нашим агрономическим службам уже правильно строить свою работу. И, собственно, качество продукции, которая здесь производится, это тоже отдельная тема для разговора, которой можно гордиться. И еще самое интересное, что вот за тот период времени, который я нахожусь в Дагестане, и конкретно в этом предприятии, это люди, которые здесь работают. Здесь люди, все сельской местности, мне все это напоминает свое начало. То есть очень люди приучены к труду, любят этот труд, любят свое место, любят работу, которой они занимаются. То есть, и я уверен, что будущее в этом предприятии, и благодаря тому, что оно находится в Дагестане, и благодаря тому, что имеет этот потенциал людской и качество людей, которые приучены еще работать и любят этот труд, приведет к успеху. И, соответственно, успеху вашему, ребята, которые вы зайдете в эту профессию. На сегодняшний день я могу сказать, вот чуть-чуть ушел от темы, что престиж профессии агронома, и особенно агронома, который занимается садоводством, сегодня, наверное, на мой взгляд, выше, чем у каких-то любых других профессий. В этом плане есть дефицит. Технология абсолютно новая. И сегодня предприятия готовы и платить деньги, и вкладывать деньги в своих специалистов, чтобы обучать их и в Европе, и в других странах, и весь российский опыт консолидировать. И руководство предприятия «Полоса», оно именно на это очень хорошо настроено. Поэтому, если вы сделаете правильный выбор, на что я очень надеюсь, ни в коем случае вы не пожалеете, и перспектива роста очень большая. И перспектива работы, она настолько велика, что это даже захватит ваших правнуков. То есть эта тема, она безгранична. Поэтому очень надеюсь на наше сотрудничество. Спасибо. Спасибо, Виктор, большое. Ребят, я хочу сказать, напомнить, что у нас с вами диалог. Ни в коем случае не бойтесь задавать вопросы. Все, что вас волнует, поверьте мне. Не бойтесь, что вопрос может оказаться каким-то глупым, дурацким. Да, поверьте, самые правильные вопросы всегда дурацкие. Задавайте все, что вас волнует, мы обязательно ответим на каждый вопрос. Спасибо, Виктор. Я хочу представить дальше своих коллег. Это наши консультанты из Италии. Джованни Дзанзе и Ольга Кильчицкая. Они приезжают к нам регулярно и дают консультации, вплотную работают. Это, можно сказать, тоже их проект. Пожалуйста. Buongiorno a tutti. Добрый день всем. Sono molto contento di vedere una compagine così giovane, perché sono i giovani che fanno il futuro delle aziende. Добрый день всем. Я очень рад видеть такой молодой состав аудитории. Почему? Потому что, говорит, Джованни говорит, я всегда с надеждой смотрю в будущее. Noi, la nostra compagnia è nata nel 1886 e siamo agronomi tutti da sempre, dall'epoca dell'86, dal 1886 a oggi. Il nostro lavoro è il lavoro di fare vivaismo di alta qualità e di innovazione. Моя компания, которую я представляю, хозяином которой я являюсь, насчитывает больше 100 лет, с 1886 года. Мои прадеды, мои деды, мои родители всегда занимались питомниководством. В данное время я продолжаю как агроном и как хозяин продолжаю их традицию. То есть мы выращиваем материал, питомник, который выращивает материал,
И в данный момент мы выращиваем этот материал, стараемся его делать очень высокого качества. Почему? I progetti che noi abbiamo ampliato in tutto il mondo, vale a dire Corea del Nord 4.000 ettari, 1.000 ettari in Ingussetia. Oggi c'è questo progetto dove noi siamo partner insieme a Polosa, che praticamente sta investendo qui in Dagestan più di 3.000 ettari di colture estremamente innovative. За мою долгую профессиональную жизнь и вообще в жизни мы создали очень много проектов по всему миру. Вот почему я говорю о материале очень высокого качества. Потому что, чтобы работать на длительную перспективу, мы должны людям, клиентам отдавать лучшие, чтобы мы с ними могли продолжать работать, а не разовые проекты. Мы к вашей информации, что в Северной Корее посадили 4000 гектар сада. В Северной Корее, повторяюсь, да. Вам хорошо знакома Ингушетия. В Ингушетии мы тоже, когда приехали, было пустое поле, голое поле. Там мы посадили тоже 1000 гектар, которые уже успешно тоже плодоносят. У нас есть успешные проекты по югу России. И вот сейчас уже 3-й год мы сотрудничаем с компанией «Полоса». Мы должны сказать не для рекламы, а искренне. Нам комфортно здесь работать. Почему комфортная работа? Noi riceviamo innovazioni da tutto il mondo, tutti i breeder del mondo ci danno tutte le varietà più innovative. Queste varietà innovative, che sono la forza delle aziende, perché è l'innovazione che manda avanti il mondo, è praticamente l'unica cosa che ci dà la possibilità di entrare in questi importanti progetti. Нам очень комфортно и интересно работать не просто потому, что мы продаем материал и даем агрономические консультации. Здесь у нас есть возможность внедрять все наши достижения и все лучшие технологии современные не только в одной какой-то культуре. Это предприятие, у которой гамма продуктов, гамма товаров, которые они у нас покупают, у других поставщиков, самая широкая, самая разнообразная. Виктор уже говорил, я добавлю, что вплоть до экзотических культур. Мы сейчас рассматриваем проект по киви. Вы его нигде не найдете пока оно в таких промышленных масштабах в России его нет. Да, это в полосе. Поэтому это говорит, это что? Это показатель будущего, понимаете? Не то, что сегодня посадили, вы будете только обслуживать яблоки. Нет, у вас есть возможности намного шире. И Джованни говорит, у меня есть возможность сюда привозить качественный материал посадочный, новейшие технологии, которые кажутся, кто с этим не знаком, кажется, что это нереально в данное время еще, или даже здесь у вас. Нет, ribята, у вас очень широкие здесь возможности и очень красивое будущее, интересное будущее. In Italia noi produciamo più di 5 milioni di piante da frutto. Abbiamo tanti tecnici e tutti giovani come voi, che hanno voglia di fare, che hanno voglia di apprendere e che vogliono conoscere effettivamente che cos'è l'agricoltura nuova. В Италии наш питомник выращивает 5 миллионов примерно, когда больше, когда чуть меньше, но до 5 миллионов саженцев в год разных культур. У меня работают в питомнике такие же молодые, как вы, чуть-чуть старше. Приходят школьники, которых мы тоже берем к себе на практику. И профессия агронома в Италии рассматривается, я, говорит Джованни, это с гордостью говорю, под другой призмой. Мы по-другому видим, и молодые итальянцы охотно идут в этот сектор, в эту сферу. Все мои, говорит, племянники, родственники, в этом у нас семейный бизнес. И все мои племянники, имея огромные возможности, естественно, все пошли в сельскохозяйственные, даже не вузы, а среднего профиля заведения учебные.
Почему? Voi avete un'opportunità incredibile perché avete un'azienda di tale valore che è Polosa, ha dei programmi bellissimi e magnifici di sviluppo. Primo, è un'azienda molto importante e molto seria e questa è la fortuna vostra che è qui in Dagestan. E qui avete un clima magnifico, un terreno stupendo, non vi manca l'acqua, avete tutto quello che vi necessita. La forza dell'azienda sono gli uomini. Voi siete uomini e potete sicuramente dare alla vostra azienda, all'azienda con cui lavorerete e anche alla vostra nazione tanto beneficio. У вас есть, вы везучие люди, вы молодежь, у которой есть будущее не где-то там в других странах и не где-то в других краях, а у вас дома, рядом. У вас есть серьезные предприятия, полоса, у которых подход очень современный, подход, говорит Джованни, который мне очень нравится, и к подбору кадров, и к подбору сортов. Вообще организация этого предприятия заслуживает только на лучшие слова. Я это, говорит Джованни, говорю со всей ответственностью и со своей практики. У вас есть возможность, у вас прекрасный климат в вашей стране, у вас есть солнце, земля, вода, вам ничего здесь не хватает, у вас есть все для того, чтобы сделать свою землю цветущей и сделать себя bogacci и нацию процветающей. Quindi io non posso altro che dirvi che siete fortunati, che avete questa grande opportunità di seguire e che potete sicuramente avere un eccellente futuro per voi e per le vostre famiglie, ma soprattutto per le aziende che voi rappresenterete come Polosa. Я еще раз повторю, что вы фортунаты, то есть у вас фортуна, ваше счастье в том, что у вас есть возможность. Теперь в ваших руках эти возможности реализовать. От этого выиграют все. Выиграете вы лично в первую очередь, потому что сможете заниматься работой, всех профессий, которая всегда будет нужна, потому что люди в первую очередь хотят кушать. И всегда кушали и будут кушать. Это первое. Во-вторых, вы сможете хорошо зарабатывать, потому что спрос на эту профессию всегда будет, и она в данное время хорошо оплачивается. Естественно, оплачиваются специалисты, знающие и умеющие. Это тоже к вам. И говорит Джованни, для того, чтобы реализовать все это, у вас есть полоса, которая вам в этом поможет. Если захотите в будущем приехать к нам, вы через полосу нас найдете. Мы вас тоже примем на стажировку, покажем, обучим, поможем, что сможем. Grazie. Спасибо вам. Здорово, спасибо большое. Я тоже хочу добавить, что во время обучения мы гарантируем студентам, которые приняли решение поступать в агровузы, практику на нашей полосе. И вот Джованни подтвердил, что готов тоже свое хозяйство предоставить для практики. Уважаемые друзья, я хотел вам представить другого нашего мецената, руководителя крупного сельхозпредприятия, нашего мецената, благотворителя Марата Маргаровича Шейдаева. Пожалуйста, Марат Маргарович. Ассаламу алейкум, горцы. Я хочу, чтобы вы немножко взбодрились. Во-первых, очень интересно, что зал абсолютно гендерно ориентирован и практически нет ни одной девушки, которая заинтересуется сельским хозяйством. Значит, говорится о том, что это не совсем красивая профессия для вас пока. Я бы хотел обратить внимание, что для вас является успехом. То есть вы в ближайшие год-полтора вы будете выбирать профессию. Что для вас является успехом? Вот мой вопрос, что для вас является успехом? Как вы себе видите успешного человека? Он какой на ваш взгляд? Вы можете ответить. Ну, вопрос. На самом деле. Да, пожалуйста, представьте школа, имя, фамилию. Кочумирзой Руслан Замирович, 11 класс, школа Ашагасталька, Замалярская, СОЖ. Я считаю, что успешный человек – это тот человек, который по жизни не то чтобы имеет всякие материальные блага, там, машину, квартиру или обеспечение, нет.
Мне кажется, что успешный человек – это тот, который занимается любимым делом в первую очередь, и который, ну да, имеет любящую семью, друзей, знакомых, и он не ограничивается только материальными благами, но он также может иметь свое личное время для того, чтобы развиваться духовно и в других направлениях. И поэтому успешного человека можно успех измеряется не деньгами или прочим, а том, насколько человек счастлив и насколько он по жизни как бы удовлетворен своей жизнью. Спасибо. Еще кто-нибудь скажет, как он себе видит успешного человека, какие мерила успешного человека? Вы же все хотите стать успешными, правильно? Это тот, кто имеет iPhone и джип, да? Говорите открыто. Ну, правда. Какое у вас мнение? Не стесняйтесь. Не стесняйтесь. Ну, мы же собрались для вас, не для себя. У нас-то все хорошо. Ну, правда. Ну, давайте будем ориентироваться на мнение одного человека. Я скажу, что, безусловно, когда ты занимаешься любимым делом, это любимое дело обеспечивает тебе достаточное материальное обеспечение, это вообще прекрасно. Согласимся с этим? Поэтому я вам хочу сказать конкретно, да, то есть не как агроном Виктор, а как бизнесмен, поскольку Джованни не все рассказал. Джованни достаточно богатый человек, состоятельный человек. И этот очень живой, молодой, но вместе с тем человек в возрасте, у него прекрасная машина, там, Мазерати, он прекрасно гоняет там, на 100-150 км в час, у него большие поля, и есть возможность передвижения, поскольку у него он состоятельный человек. Ну, то же самое примерно я могу сказать о себе. Если вы сейчас находитесь в выборе профессии, да, вы должны понимать, что это профессия, которую я в том числе рекламирую, да, это занятие сельским хозяйством, агрономия, прежде всего, она приносит деньги. Да, Виктор стыдливо умолчал, что он получает достаточно приличную зарплату. Я не имею права ее озвучить, да, Виктор? Да, но она достаточно приличная, да, которая позволяет обеспечивать свою семью. У вас есть такая же возможность. То есть, если сейчас брать, как многие ко мне там тоже в селе подходят и говорят, слушайте, вот помогите нам устроиться на работу там, в Москву куда-то. Какая зарплата тебя интересует? 50 тысяч рублей. Понимаешь, что с 50 тысяч рублей ты 30 тысяч, 25 тысяч отдашь на аренду квартиры. И 25 тысяч у тебя всего. Так здесь это в 3, в 4, в 5 раз выше. И я могу сказать, пользуясь той площадкой, которую мне любезно предоставили, у меня маленькое предприятие, нет возможности содержать такого дорогостоящего HR, да, но вот, воспользуюсь случаем. Все, что сказала Наталья, она руководитель кадровой службы и занимается подбором персонала, да, я то же самое могу сказать о своем предприятии. Пусть оно не в таких объемах, но в принципе заработные платы у нас примерно одинаковые, я думаю. Вот. Хороший агроном, уровень хорошего агронома это 100-150 тысяч рублей минимум. Мы готовы платить эти деньги. И просто вам следует поразмышлять. Многие дагестанцы, в Сулейман-Стальском районе занимаются охотничеством. Они готовы ехать на север, готовы ехать в Москву, быть охранником в торговом центре, там, не знаю кем еще работать, получать свои 50 тысяч и говорить, что я вот в Москве кем-то работаю. Хотя куда более существенные деньги можно заработать здесь. Куда более существенные деньги. Если выбирать свою профессию, в принципе, Дагестан это сельское хозяйство, это туризм и образование. И самые востребованные и уважаемые профессии это те, которые возделывают землю и те, которые занимаются образованием людей. Поэтому я считаю, что в ближайшие 1,5 года те люди, которые хотят заниматься любимым делом, если к этому есть склонность, да, в сельском хозяйстве, и те люди, которые хотят получить хороший, приличный заработок, достойно содержать семью, иметь достойные машины и так далее, и чтобы жизнь этого человека была действительно интересна, что немаловажно, иметь возможность, иметь тему для беседы. Вот мой генеральный директор, тот, который управляет компанией «Восход», постоянно в разъездах. Да, мы приезжаем в гости к тому же Джованни.
Мы с коллегами из Палаццо тоже летаем в Италию, смотрим, как они живут. Это же интересно. И передвигаться по миру, знакомиться с новыми людьми, иметь дело, о котором интересно говорить. Я с трудом себе представляю там следователя, который приедет в Италию, и у него будет коллега о чем-то поговорить. А наш бизнес, да, сельскохозяйственный, позволяет иметь совершенно огромную аудиторию, и в любой точке мира, поедете вы в Южную Африку, поедете в Италию, поедете куда угодно, вы везде будете иметь своего коллегу, своего человека, о чем вам интересно поговорить. Поэтому я присоединюсь ко всем. Я хочу ко всем выступающим хочу сказать, что Дагестан, а тем более Сулейман-Стальский район, который является лидером сельского хозяйства в Дагестане, это правильное развитие агрономное, сельскохозяйственное. И мы всегда рады видеть хорошего агронома, хорошего специалиста по химзащите, хорошего тракториста. И все эти люди востребованы более чем. Мы видим, что сейчас рынок не работодателя в этой отрасли, а рынок работника. Работник выбирает, куда ему прийти. Потому что у нас есть определенный порог у людей, которые занимаются бизнесом, какой ему, собственно, уровень зарплаты поставить, да, какие условия сделать. Уже работник выбирает, что здесь ему интересно, а здесь ему не очень интересно, а здесь техника новая, а здесь специалисты новые, здесь я много что-то получу, здесь какие-то социальные льготы. Поэтому вы заходите в рынок, где работник, будущий, да, имеет преимущество. И вы имеете возможность получить, по сути, бесплатно знания путем опыта приобретенного и самим открыть такие же предприятия. Каждый из вас может открыть такой же чудесный питомник, который есть у Джованни, который вся семья 150 лет возделывала. Да, почему нет? У нас есть возможность получить эти знания, у нас есть возможность где это делать и так далее. Поэтому, ребят, я очень советую сделать выбор на пути созидания. Не на пути экономистов, как все Карл Маркс ходят, или все юристы, которые все ходят, они либо кони, либо, там, не знаю, плеваки, все адвокаты, а по пути созидательного, поскольку человек в любом случае любит вкусно поесть. Ни адвокат, ни экономист, ни милиционер, никто его не накормит. И это, как показывает сегодняшняя жизнь, если провести анализ, какие компании сейчас остались на плаву в условиях коронавируса, в условиях кризиса. Только сельскохозяйственные. Самые сильные компании, которые развиваются, которые получают лучший кредитный рейтинг, которые получают лучших работников, это сельхозпредприятия. Поэтому работайте с нами, у нас, рядом с нами, развивайте сельское хозяйство и прославляйте свой район, свою страну, свою фамилию и свою семью. Спасибо. Спасибо большое. Ребят, может, какие-то вопросы у вас есть? Вас яблоками-то угостили у нас на полосе? Попробовали, какие красивые у нас вкусные яблоки? Угостим. У нас есть представители управления сельского хозяйства. Вы расскажете что-то, да? В нашем районе сельское хозяйство развивается высокими темпами. Значит, буквально за 10 лет у нас сельское хозяйство примерно восстановило производство времен Советского Союза. Ну, конечно, было тяжело. Можно вспомнить 10-15 лет тому назад у нас сельское хозяйство в упадке было. И, значит, буквально сады, виноградники, все было ликвидировано. И тогда вновь избранный глава нашего района сделал смелое заявление приостановить всякие разрушительные процессы, заняться созидательным трудом во имя, значит, во благо жителей Сулейман-Стальского района. И буквально, как я сказал, в течение 10 лет сельское хозяйство района было восстановлено. Сейчас в настоящее время в районе функционирует более десятки современных, высокоэффективных сельскохозяйственных предприятий. В садоводстве лидером является полоса
Это не только в районе и в республике, даже в России. И на перспективу, значит, полоса имеет большие перспективы. Значит, здесь рассмотрена цепочка от производства продукции, яблок и фундука, значит, цепочка и до потребителя. Здесь производство продукции, хранение, значит, там сбыт и так далее. Ну, инвесторам вложены огромные финансовые средства. И можно сказать, какая отдача от этого. Не только то, что мы видим, сады заложены, значит, производят продукцию. Но это дало возможность участвовать в другой программе, комплексное развитие сельских территорий. Если на какой-либо территории, значит, вкладываются огромные частные средства, то государство на этой территории создает необходимую социальную инфраструктуру по программе комплексное развитие сельских территорий. То есть, значит, в связи с реализацией данного проекта у нас в районе строятся школы, детские сады, спортивные площадки, дороги, газификации и так далее, и так далее. Значит, благодаря реализации этого проекта и других проектов. Масса других проектов, можно привести примеры, но, значит, бурно развиваются эти проекты, но с другой стороны есть проблема обеспечения, значит, этих предприятий кадрами, специалистами. Ну, как мы знаем, значит, конкурентоспособность предприятия определяется не только производимой продукцией, но и обеспеченностью современными специалистами. Поэтому, значит, у нас в районе помимо полосы есть и другие предприятия в виноградарстве, в садоводстве, тепличные комплексы и животноводство, там тоже идет строительство, реализация крупных проектов. Есть, значит, потребность в современных образованных специалистах. Поэтому мы предлагаем, значит, чтобы наши выпускники пошли в сельскохозяйственные вузы, получили специальности, значит, и вернулись к нам в район для устройства на работу. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Алексей Николаевич, скажите пару слов, что... Многие мои коллеги, наши дорогие выпускники знают, что моя первая профессия – это агроном. Я горжусь этим. Я в 1987 году поступил в агрономический факультет Дагестанского сельскохозяйственного факультета, который был объединен из плодовошного и агрономического. И вот с первого курса занимался и научно-практической деятельностью. Был в Кубанском сельскохозяйственном институте в 1988 году. Научно-практическая конференция была, как вчера помню, улица Красная, центральная улица. И доклад, тема была связана с пестицидами. Ну, сейчас, возможно, и мои друзья, юные зададут вопрос, а почему вот так не работали. Я работал, к сожалению, окончание вуза совпало с распадом. Сельскохозяйственные предприятия с каждым днем становилось меньше, нерентабельнее, поэтому все уходили на другие специальности, содержать семью. Это одно. И второе, чему нас учили, вот интенсивное развитие сельского хозяйства. Это мы все видели на бумагах. Интенсивное развитие сельского хозяйства. А вот сейчас мы это видим наяву, что интенсивные сады, это, соответственно, перспектива есть. Мои коллеги, наши гости об этом говорили. Поэтому это не призыв к чему-то. Я знаю, что за аграрным сектором будущее, за сельским хозяйством это будущее. Специальность агронома или механизатора, будем грубо говоря, у нас ассоциируется тем, что обязательно должны быть сапоги, грязь и так далее, как наш коллега мой говорил. Это современная и техника, вы знаете, это любого джипа лучше, наверное, сейчас сказать техника. Все климат-контроль, все компьютеры и так далее. Поэтому востребованность будет, это и возможность содержать себя, своих родных, близких, как наш выпускник сказал, иметь любимую профессию. Поэтому
делайте осознанный выбор. Юристов у нас хватает, экономистов хватает, поэтому подумайте, решение за вами. Уважаемые друзья, дорогие наши дети, вопросы задавайте. Неужели вам не интересно? Как в Италии жизнь? Как работается? Как там дети учатся? Какие зарплаты? Даже это не интересно. Задавайте, смелее будьте. Вопрос задавайте, потом я скажу пару слов. Можно я добавлю? Кстати, Джованни как раз говорит, попутно мы сидим, он говорит, я забыл сказать, просто упустил, что зарплата агронома в Италии, во-первых, агрономы, он говорил, грамотные агрономы очень востребованы. Вы понимаете, раз востребованы, несмотря на то, что там вузы работают, много вузов, много идет учиться, там нет недоборов на сельскохозяйственные профессии. Там такого не бывает, что не добрали. Нет. Там... И тем не менее, и нет таких площадей, как у вас, где там такого проекта, как в Полосе, 1000 гектар, в Италии нет, просто нет, в силу того, что это страна, у которой мало земельных ресурсов. Там у кого, хозяин, у которого есть уже 2 гектара, это крупный игрок на рынке, понимаете? У вас возможности в разы шире, говорит Джованни. И оплачивается эта профессия очень хорошо. Я хочу, чтобы кто-то из вас лично задал этот вопрос Джованни, он ответит вам напрямую, сколько может получать грамотный агроном. Я думаю, вам это интересно, потому что мы говорим в общем, а конкретные цифры, они всегда как-то больше человеку понятны. Задавайте, детишки, у вас такой возможности больше не будет. По крайней мере, в ближайший месяц-два. Пожалуйста. Давай. Будущий агроном. Так же? Даешь слово? Посмотрим. Посмотрим. Все зависит, как меня заинтересует эта работа. Хороший подход. Да. Вот существуют профессии, которых современные технологии вытесняют. Входит ли в этот состав профессия агронома? Насколько возможно, что эта профессия будет перспективна в ближайшее время? То есть вот вы привлекаете некоторых учеников поступать там, на специальность агронома, а вот насколько эта профессия сейчас перспективна и сохранится ли она хотя бы на ближайшие десятки лет? То есть, чтобы не оставаться безработным потом. Вопрос, кто может быть на меня, смотрите, я расскажу. Я Да, расскажу. Очень хороший вопрос, замечательный. Действительно, очень много профессий, которые выберут в ближайшее время, в том числе бухгалтерия. Уже есть, уже Сбербанк изобрел, вот вы можете, у кого есть личный кабинет, да, вы уже взрослый достаточно, есть кнопка, которая считает зарплаты, прибыль, НДС и все, и издает отчетность автоматически. А профессия агронома – творческая профессия. Все творческие профессии, как сказать, они раритетные и редко вымираемые. Да? То есть здесь каждый агроном – это эксклюзивный человек, который носитель определенных знаний. И он на каждом хозяйстве применяет не только свой опыт. Вот у нас Виктор, он прошел не одно хозяйство, да, и он самое лучшее ноу-хау. У него созревают какие-то новые идеи, да, то есть я не думаю, что в ближайшее время профессия агронома вымрет. Может, добавите? Она может в ближайшее время только стать интереснее и несколько облегчить труд. Да. Вот, новые технологии позволяют. Если раньше мы все это делали, грубо говоря, там, с помощью системы палок и веревок, то сегодня у нас есть приборы, у нас есть навигация, у нас есть метеостанции, у нас есть там управление процессами. Поэтому эта профессия на многие десятилетия, на сотни, это 100% никогда не умираемая профессия. Она может быть просто быть модернизирована, быть более, разделяться на более узкие направления. Сегодня агроном это все-таки, такой, особенно в садоводстве, это агроном широкого профиля, который захватывает многие культуры. В будущем, скорее всего, это будет разделено на сегменты, то есть специалисты по семечковым культурам, косточковым культурам, там, орехоплодным, субтропическим, плюс и направления там, защиты растений, питания, лабораторного направления, которое тоже очень много проводится исследований в течение сезона. Поэтому модернизация будет, вымирания этого не будет, это точно.
Поэтому можете смело делать свой выбор. Спасибо. Еще вопросы, Никиша? Не бойтесь. Давайте такой баттл. Вы засыпаете вопросами, а мы попробуем ответить на все, которые вы задали. Пробуйте задавать. Ребята, вы можете по дереву определить, какого сорта и какое дерево, посмотрев? Допустим, осеннее время, когда листва падает. У вас есть в огородах деревья? Какие? Ну, кто скажет, какие деревья есть в огородах? Почему вы такие неактивны? Вы не ели, не завтракали сегодня? Ну, да. Кто хочет прямо сейчас заработать деньги? Я предлагаю, вот, в принципе, все знают, как меня найти через Цумурскую среднюю школу, да, я приезжаю раз в месяц, да, если кто-то в течение месяца может сделать бизнес-план посадки и взращивания культуры любой на 1 гектаре земли, да, вот работающий, считающийся бизнес-план, я дам премию 50 000 рублей. Договорились? Кто может посчитать? Кто может посчитать? Есть люди, которые поднимут руки, чтобы я знал, сколько у меня бизнес-плана будет. Ребята, есть профессия, которая никогда не умрет, профессия созидателя. Да, и вот пытайтесь делать какие-то бизнес-кейсы, большие, маленькие, связанные с агрономией или не связанные с агрономией. Вот они летают, да, они подходят. Посчитайте, сколько чего надо посадить и как это продать, сколько лет надо обслуживать для того, чтобы получить прибыль. Для того, чтобы прийти в банк, получить кредит, получить какую-то субсидию и так далее. Если не можете, вот спросите, вот ребята, которые занимаются этим в полосе, прекрасно считают, есть экономист, у вас прекрасный руководитель, поскольку все руководители HR-службы, это по сути руководители неких таких бизнес-университетов. Подойдите, спросите, как это сделать. Подойдите ко мне, спросите, как это сделать. Вот вопрос, как это происходит. Я даже премию вам даю, готовую. Не хотят зарабатывать. Творческая работа. Да. Это же творческая работа. Это не сочинение, даже интереснее. Давай. Сочинения уже не надоели. Да, точно. Давайте я несколько слов скажу, а потом у вас, я знаю, по вашим глазам вижу, у вас столько вопросов, начиная сколько вы получаете, как вам здесь нравится ли в Сулейман-Стальском районе, и заканчивая вопросами ко мне. Я знаю, у вас есть, вы почему-то не задаете, стесняетесь. Давайте я несколько слов тоже скажу, а потом вы попробуйте, может, после меня оживитесь. Хорошо? Так, прежде всего хочу поблагодарить вас, Наталья, Виктор, Джованни, Грация. Поблагодарить хочу Марата Магомедовича. Вы его знаете. Вот благодаря ему у нас есть новая школа в селе Цмур. Благодаря ему у нас крупное сельхозпредприятие «Восход». Какая красота в Цмур, когда вы едете с левой стороны. Это же ваш труд, труд ваших родителей. Создали красивый сад. Такой же большой сад, огромный сад, который впечатляет. Создан полоса. Эти люди, сельхозтоваропроизводители наши, не просто подняли имидж нашего района, они показали, какие у нас есть труженики. Конечно, сейчас у нас есть специалисты извне. Вот Виктор приехал, Краснодара приехал. Итальянцы помогают нам, Джованни, сеньор. Москвичи нам помогают, обучают наших специалистов. Район живет, район приезжают люди, делятся своими впечатлениями. Смотря на них, кто-то хочет стать переводчиком, кто-то агрономом, кто-то трактористом, кто-то грейдеристом, кто-то бригадиром, кто-то дояркой. Вот у нас развивается другой проект «Алияк». Вы знаете, там нужны были специалисты дояр и механизатор. Зарплаты по 50 000 как минимум. К сожалению, мы не нашли, они обратились в соседние районы, оттуда пришла семья. Семья зарабатывает 100 000 рублей. Питание, проживание, все. То есть вопрос ваш, и вот насколько я знаю, я не сельхозработник, но я знаю, что агроном, человек, который работает с землей, он всегда востребован. Вот эта профессия всегда востребована. Я почему говорю, раньше
руководители районов, руководители тогда назывались первые секретари, практически 95% имели сельхозобразование. Без сельхозобразования в Дагестане руководителем, первым секретарем района не мог бы никто не стать. Они проходили практику, колхозы, совхозы, от бригад, от бригадиров, от агрономов и становились руководителями. И развивали экономику района. Конечно, это сады, это дополнительные доходы, мы это все понимаем, это рабочие места, это зарплата, это прибыль. Я знаю, и в этом предприятии работают и учителя подрабатывают, и детишки наши подрабатывают, и неплохо подрабатывают. На лето собирается, зарабатывает деньги и себе к школе покупает наряды, там, костюмы, там, галстуки, например, я говорю, джинсы и так далее, и так далее. Спасибо, конечно, за этот труд нашим сельхозтоваропроизводителям, которые не просто увеличивают казну района, налоги, оживляют район, но еще создают имидж нашего района. О нашем районе заговорили благодаря полосе. Весь Союз, вся Россия знает о нас. Они еще несут социальную нагрузку. Недавно проводили мероприятие День родных языков. Свыше 800 тысяч рублей меценатских средств потрачено на это мероприятие. Не было предприятия, не было денег. Детишки наши увлечены, занимаются. Не было бизнеса, не было бы сельхозпредприятий, не было бы в Цимурской школе. Марат Магомедович подарил нам школу, жителям вам подарил эту школу. Еще есть другие проекты, которые будут, дай Бог, реализованы в нашем районе. Вот, благодаря полосе, здесь Магомед Садыкович сказал, мы имеем счастье, мы имеем возможность участвовать в госпрограмме, федеральной государственной программе. Мы получили федеральные средства, у нас строятся 2 школы, в Касумкенте водопроводные линии меняются, чуть-чуть терпения, дороги все будут приведены в порядок, неудобства испытываем. Строятся 2 спортивные школы, в 2 селах газификация подведена, делается работа. И много-много других мероприятий. Благодаря именно полосы. Не было полосы, у нас этого ничего не было. Потому что и проекты они разработали, и софинансируют строительство они. Благодаря вот именно сельскому хозяйству. Сельское хозяйство – это основа нашего района, основа экономики нашего района. Большие грандиозные планы и в плане садоводства, виноградарства, животноводства. Некоторые реализуются, некоторые еще будут реализоваться. Конечно, нужны специалисты. Вот мы говорим, юристы, экономисты. Нам в администрацию нужен хороший юрист. Много есть молодого поколения, имеющих дипломы, а когда мы им говорим, после окончания 5-го курса, человек, окончивший вуз на 5-ке, может составить на страничке справку. Не могут. Потому что формальные знания, неглубокие знания. А специалист любой отрасли, он всегда востребован. А в сельском хозяйстве это 200% востребован. Агрономы нам нужны, механизаторы нам нужны, грейдеристы нам нужны, трактористы нам нужны. К примеру, вот у кого есть, допустим, гектар участок, у многих, у родителей есть здесь гектар. Вот участок, гектар земли, организовать обрезку, это стоит где-то 10-15 тысяч рублей. За день работы бригада спокойно может обрезать. Но 10-15 тысяч рублей кто получает за 2 дня? Кто получает? Учителя наши получают, чуть больше получают на ставке. Это за 1 день. Вот, пожалуйста, преимущество сельского хозяйства, насколько я вижу. А грамотный специалист, он всегда востребован. Вы представляете, вы работаете на поле, на земле, и вы создаете что-то. Перед вами дерево растет. Вы посадили ее маленьким, и она растет, она дает плоды. Вы даете жизнь. Вы землю обрабатываете. Вы помните фильм «Отец солдата»? Вы, наверное, не знаете. Вообще этот фильм надо показать нашим детишкам. Как в Германии уже победа близко, как советский солдат, грузин, остановил другого советского солдата, который разрушал виноградники. Не помните? Ты его сажал, ты его породил. Обязательно эти фильмы надо показывать нашим детям. По-другому нельзя. Я был недавно в Киргизии. Буквально вчера прилетел. Я знакомился с детишками. Я вам честно скажу, глаза горят. Я просто спросил, я зашел в 1 класс, спросил, кем вы хотите стать?
один программистом, другой хирургом. И несколько человек мне сказали, я буду трактористом, я буду фермером. И знаете, что заметил? Ни одного клочка земли не используемого там. Вся земля работает. Вся земля работает. Сейчас мы чувствуем, какой подъем там. Свое мясо, свои фрукты. Климат такой же, как и у нас. Все свое. И они этим радуются, они гордятся. Это, говорит, наше мясо. Это наши яблоки, это наши орехи. И развиваются, люди работают. Вы представляете, ни одного миллиметра земли не работающего. Вот полоса, когда развивал, никто не верил, что там можно что-то сажать. Вот я в начале проекта, и мы были там, никто не верил. 30 лет земли пустовали, просто пустовали. Это и перед Богом, и перед Всевышним неправильно. Земля должна работать, земля должна дать людям добро. Это яблоки, это хлеб, это все остальное. Ну, кто что развивает. 30 лет. И вот земля заработала. Посмотрите, какая красота там. Люди получают заработок. Люди получают качественный продукт. В Киргизии так. И у нас как-то испортила советская власть, тракторист, колхозник. Это неправильно. Вот у нас работающие в этой организации, я не знаю какого звена, зарабатывают намного больше, чем глава администрации, чем я. У меня зарплата около 80 тысяч рублей, а там агроном зарабатывает минимум 150 тысяч рублей. Бригадир зарабатывает намного больше, чем я. Ты не зависишь ни от кого, ни от прокурора, ни от налоговика, ни от полиции. Пошел, свой чистый заработок получил и пошел домой. И можешь свою семью кормить. Поэтому, дорогие дети, нужно быть специалистом в любой отрасли, кто бы ни был. В любой отрасли, если ты специалист, ты себя прокормишь. В любой отрасли. А в сельском хозяйстве, естественно. Но, к сожалению, у нас не идут в сельское хозяйство. У нас, видимо, не любят землю. Это неправильно. Вот вам предлагают такой выбор. Кто будет хорошо учиться, будет дополнительно стимулирован стипендией. Кто будет давать пользу для себя, для своих родных, для своей мамы, папы, тот, конечно, будет обеспечен и со стороны вот таких предприятий. В данном случае полоса. Они выезжают за границу, они видят жизнь. Просто вам нужно показать картинки. Вот мы хотим жить, как в Европе. Мы говорим, какая красота, как там чисто, убрано. А мы не думаем, как европейцы. Мы не работаем, как европейцы. Там они к каждому шагу, к каждому движению относятся ответственно. Ответственно. А мы к своей жизни не относимся ответственно. Мы к своей учебе не относимся ответственно. Формально это все делаем. Я бы хотел от вас многое зависит, дорогие мои, от наших учащихся. Вы должны изменить ситуацию и в республике, и в районе. Вы измените ситуацию везде. Будете примерами. Но я увидел, я вам реально говорю, в Киргизии, как у детей глаза горят. Они такие открытые, вопросы, завалили меня. Ну, а вы почему-то пассивны, я не знаю, утром вас не накормили, или под впечатлением от того, что... Вдохновились сильно, да? Сильно вдохновились нашим предложением. Да. Все нормально. И главное, представляете, сколько у нас героев социалистического труда в советское время. И практически все работники сельского хозяйства. Практически все. Так что, представляете, вот приехали они оттуда, чтобы с вами познакомиться, чтобы с вами пообщаться. Еще раз вам огромное спасибо, огромное спасибо за приезд, за отношение к нашим детишкам, за экскурсию. Даст положительный результат нашей беседы. Марат Магомедович оказался, спасибо, Марат Магомедович откликнулся, попросили прийти. Приезжайте к нам тоже. Цумур. Цумур. Спасибо, детишки, спасибо. Спасибо большое всем вам. Я думаю, что все вот эти рассказы, они все равно вас вдохновят обязательно. Самое главное решение и выбор за вами. Да? Занимайтесь любимым делом, и у вас не будет ни дня работы. Выбирайте. Мы всегда поможем, всегда рядом. Спасибо, Иван. Спасибо.